Потому что завод был реальная оппозиция к городу, и я до сих пор помню эти истории про мальчишек, которые ездили специально на центральный стадион драться. То есть была драки, лесозаводские дрались с городскими на стадионе. То есть приходили как бы кататься, а потом там устраивали драку прямо на стадионе. Это были 70-е годы, и это вот оппозиция, ну, в смысле, вот этого взгляд оппозиционный. Вот наши лесозаводские, вот ваши там, это городские, вот мы тут метелимся. Напрашивается сразу вопрос, а чем лесозавод лучше-то? Почему мы лесозавод? Ну, это же очевидно сравнение какое-то идет, сравнительное что-то. Ну, во-первых, лесозавод всегда был таким районом рабочим. То есть это рабочие. Значит, понятно, что к городу такое отношение, вот мы пролетарии, а вы, ну вы там дети чиновников, дети там, я не знаю, культурные богемы, дети интеллигенции всякая, а мы тут рабочие. Вот рабочая окраина против городской какой-то. И это, кстати, это не шутка, это так и было, то есть вообще вот как бы отношение к себе, как мы пролетарии, так как вся коммунистическая идеология опирается на пролетариев, а мы пролетарии, вот это вот как бы так проскальзывало. А с другой стороны, это мне уже потом говорили, это уже говорили мне в 80-е годы о том, что это бывшие работники милиции, они говорили, что лесозавод очень долгое время держал лидерство по насильственным преступлениям. Просто вот статистика по городу, лесозавод лидирует. Вот, и постоянно лидирует. И они говорили, что это было в основном бытовое насилие. То есть эти как комнатные боксеры. То есть нажрался, побил, нажрался, побил. Потому что пролетарии, значит, поработали, как бы пошли в магазин, нажрались, пришли в семью, избили жену. Все, это превращается в вот такой вот, ну, постоянный срез. И вот это вот наличие все время вот этой вот... И да, и отсюда люди попадают в места лишения свободы и приходят с воровской культурой из этих мест лишения свободы. И почему-то вот этот вот такой... И да, я еще помню, что мальчишки у нас все время вот в школе, вот в 6-й школе, где я учился, они все время вот это вот как бы показывали некую такую вот как бы лесозаводские, это воровские, это вот такие вот даже были разговоры. Я еще этого ничего не понимал, не осознал. Я потом уже там и Шаламова почитаю и пойму, начну понимать, что там воровские, не воровские. Вот. А тут вот как бы эта вот культура гуляла. То есть мы как-то такой в оппозиции некоторые находились. То есть сейчас это называется криминальной романтикой. Да, абсолютно верно. Криминальная романтика. Здесь это присутствовало. И как бы все время хотелось доказать лидерство, вот эти драки. Пьяных шлялось очень много, вот прям по улицам. И драки были, я был свидетелем несколько раз, вот прохожу, стаи там двое-трое дерутся прям до кровища, кровь летит, долбит другой, прям в ужасе смотришь на это, на все. Вот как-то это нормальным считалось. И особенно все пьющие и дерутся. Вот туда, в этот самый, если идти в лесозавод. То есть это был какой-то другой мир. Но через него надо было пройти, чтобы дойти до автобуса, сесть и поехать в этот самый, в город. А вот эти вот драки, когда парни, ну вот, ездили в город на стадион, да, драться, а там же какие-то, наверное, тоже были, ну, допустимые какие-то, там же, наверное, не убивали же друг друга. Нет, я не был, я знаю вот два места, где дрались. Это вот дрались на стадионе во время катания на коньках. И второе, дрались на дискотеке, которая была в Кировском парке. Вот. Я ходил на стадион один раз, но драки тогда не было. То есть мне сказали, что будет драка, я хотел посмотреть, просто из любопытства пошел. Вот. И даже себе так сказал, если крикнут лесозаводские наших бьют, я не кинусь, не буду, я не хочу. Вот. А вот, то есть, как бы это один раз. А вот на вот этой дискотеке, да, там драки были, но там была такая, как бы вот это вот в Кировском парке, там была такая конструкция, что там как бы кто сцепился, те сразу выходят с дискотеки и начинают драться перед дискотекой, а все остальные стоят и смотрят. Вот такой как толпа, как мне рассказывали, что вот прям буквально толпой сшибались. Вот это я вот собственными глазами видел только вот такие вот локальные драки. А чтоб толпой, я такого ни разу не видел, и какие правила там. Но, опять же, куча рассказов моих одноклассников, что вот они там вот это... А мы, помнишь, дали этим, а помнишь, этому коньком прямо
потому что они в коньках дрались, и там коньком кому-то рассекли лицо, там кровище сколько было. Но я насколько понимал, что там, когда кровь начиналась, что тут же все останавливалось, они просто разбегались все, потому что тут сразу администрация звала и милицию и тому подобное, никто не хотел попадаться, хотя там в детской комнате милиции, по-моему, там чуть ли не 1/3 моего класса.